Ассаламу алейкум, добрый вечер, дорогие друзья, это программа «Актуальная тема» на телеканале «Войнах». И начальник службы эксплуатации внутридомового газового оборудования общества с ограниченной ответственностью «Газпром» газораспределение Грозный Зулихан Магомадова. Машалла. И у меня первый вопрос, Зулихан. А действительно, какие изменения произошли в техническом обслуживании газового оборудования в жилых домах? Что говорит сейчас закон? Какие изменения у нас произошли? На законодательном уровне с 1 сентября 2003 года произошли следующие изменения. То есть с 1 сентября вступает в силу федеральный закон номер 71 ФЗ о внесении изменений в статьи 2 и 3 Федерального закона о газоснабжении в Российской Федерации и Жилищный кодекс Российской Федерации. То есть меняется порядок оказания услуг населению по техническому обслуживанию, ремонту, замене и техническому диагностированию внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. Также опубликовано постановление правительства за номером 859 от 29 мая 2013 года с новыми правилами технического обслуживания газового оборудования в жилых домах. Данное постановление с 1 сентября внесет изменения в ряд документов, в том числе и в правила поставки газа, утвержденные постановлением правительства номер 549 от 2008 года, в правила пользования газовыми приборами, утвержденные постановлением правительства в 2013 году, также в постановление правительства номер 1110 от 2014 года, 290 от 2013 года и в постановление правительства 354 от 2011 года. Это актуальные изменения, нужные изменения. Как ваше мнение? Да, это так? Да, это нужные изменения для снижения риска возникновения несчастных случаев в части использования газового оборудования. И тут у меня тогда другой вопрос, Зулихан. Вот давайте обсудим, что изменится для жителей нашей республики и как будет проводиться техническое обслуживание. Вот как все это будет работать? С 1 сентября этого года исключительным правом на осуществление технического обслуживания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования наделяется газораспределительная организация. То есть, если раньше существовали и другие организации, которые могли оказывать услуги по техническому обслуживанию, сейчас нет, только газораспределительная организация. В соответствии со статьей 157.3 Жилищного кодекса вводится требование о единстве организации для обслуживания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования в одном многоквартирном доме. Это значит, что обслуживать газовые плиты, равно как и общедомовое газовое оборудование, имеет право только одна организация. В данном случае какая это организация? На территории нашей республики техническим обслуживанием занимается ООО «Газпром» газораспределение Грозный. То есть вы? То есть мы, да. Обращаться к вам? Нужно обращаться к нам. Но тогда у меня тут еще такой вопрос. Насчет договора. Зулихан, а вот изменилась ли форма сама договора? Или условия в них, есть ли тут какие-то изменения? Да, изменилась и форма договора. Начиная с 1 сентября 2023 года при заключении договора на техническое обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования будут использоваться утвержденные приказом Минстроя России 29 мая 2013 года за номером 388 ПР новые типовые формы. Данные формы не содержат условия отступления от них. Что будет уже с теми договорами, которые уже были заключены? С действующими договорами? О судьбе старых договоров сказано в пунктах 2, 3, 4 Федерального закона номер 71 и отрегулировано следующим образом. То есть договор о техническом обслуживании внутридомового газового оборудования, заключенный с собственником индивидуального домовладения, действует до прекращения или расторжения. Может быть перезаключен по мере обращения граждан или во время проведения работ по техническому обслуживанию. Договор о техническом обслуживании внутриквартирного газового оборудования, заключенный с собственником квартиры,
действует до 1 января 2024 года и требуется заключение нового договора. Договор о техническом обслуживании внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме, заключенный с управляющей компанией или ТСЖ, также действует до 1 января 2024 года и требуется заключение нового договора. Если у вас есть договора, заключенные с иными сторонними специализированными организациями, то эти договора прекращают свое действие 1 января 2024 года. И по умолчанию, получается, у потребителя газа нет договора на техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования или внутридомового газового оборудования. А сам квартиросъемщик, хозяин дома должен прийти и заключить новый договор? Или вы приходите к нему домой? Здесь наниматель или собственник квартиры или индивидуального домовладения может сам обратиться в газовые участки или филиалы районов ООО «Газпром» газораспределением Грозный. Также можно заключать при выполнении работ по техническому обслуживанию, но лучше обращаться. Но договор, Да. изменения, новые договора должны составляться. Да, в рамках соблюдения требований законодательства всем сейчас придется заключать новые договора. А кто отвечает за техническое состояние внутридомового и внутриквартирного газового оборудования? Вот тут такой вот вопрос. За техническое состояние внутридомового и внутриквартирного газового оборудования отвечают его непосредственные владельцы, а также организации, привлеченные для содержания общего имущества, то есть, опять-таки, управляющие компании, ТСЖ, ЖСК и так далее. Внутри квартиры за все отвечает собственник квартиры или наниматель. В указанных целях ответственные за техническое состояние внутридомового газового или внутриквартирного газового оборудования лица обязаны заключать договора на техническое обслуживание. Ну а что входит в техобслуживание? Тут тогда вот такой вопрос возникает, Зулиха. Что входит в техническое обслуживание? Постановление правительства Российской Федерации номер 859 от 29 мая 2023 года утвердило минимальный перечень работы и услуг по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования. Это визуальная проверка целостности внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и соответствие его нормативным требованиям. Визуальная проверка наличия свободного доступа к газовому оборудованию. Визуальная проверка состояния окраски и крепления газопровода. Визуальная проверка наличия и целостности в футлярах, местах прокладки газопроводов через наружные и внутренние конструкции здания. Проверка герметичности соединений и отключающих устройств, проверка работоспособности и смазка краников. Проверка работоспособности устройств, позволяющих автоматически отключить подачу газа, регулировка процесса сжигания на всех режимах работы газового оборудования, проверка наличия тяги, выявление неисправностей бытового газоиспользующего оборудования и инструктаж потребителя по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд и в конце оформления результатов работы. Вот это все должен проверять кто? Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования. И сколько раз в год? Слесарь должен посещать адрес не реже 1 раза в год, но если потребитель газа изъявляет желание, то он может вызывать его 2, 3, 4 раза в год. Когда хочет. Соответственно, эта услуга платная. То есть я могу пригласить к себе слесаря, чтобы он проверил газовое оборудование 2 раза в год или 3 раза в год. Но за это нужно платить? За это нужно платить, да. По закону он должен приходить не реже 1 раза в год. А вот это когда он минимум. приходит по закону, когда необходимо, 1 раз в год, нужно платить? Конечно, нужно. Тоже нужно платить? Да, это услуга платная. Услуга проверки внутридомового оборудования, оно платное. Я вас правильно понял? Правильно. Это да. чтобы наши телезрители потом не возмущались, а тоже знали. Продолжаем. Что необходимо сделать каждому жителю, который использует газовое оборудование? Вот скажу вот так. В целях соблюдения законодательства собственникам газифицированных помещений необходимо принять действия по оформлению или переоформлению договорных отношений по техническому обслуживанию внутридомового и внутриквартирного газового оборудования с «Газпром» газораспределения Грозный, а также обеспечить доступ специалиста газовой службы к
к оборудованию во время проведения работ по техническому обслуживанию. Хорошо, что это подметили. А что будет с потребителями газа, Зульхан? Вот такой вопрос я хочу вам задать. У которых отсутствует договор вообще на техническое обслуживание. В жилищный кодекс Российской Федерации вводится новая статья, которая запрещает газоснабжение жилых домов и квартир без действующих договоров на техническое обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. В случае отсутствия договора ООО «Газпром Межрегионгаз» совместно с ООО «Газпром Газораспределение Грозное» в целях создания безопасных условий будет вынуждена провести процедуру по приостановлению подачи газа в соответствии с действующим законодательством. Кроме того, потребителю газа грозит административная ответственность в соответствии с частью 2 статьи 9.23 Кодекса административных правонарушений за уклонение от заключения договора. То есть нет договора, нет газа. Если нет договора на техническое обслуживание, собственник помещений, газифицированных помещений, не может пользоваться газом. Я поэтому говорю, нет договора, нет газа. Нет газа, да. Все просто. Если хочешь, чтобы у тебя был газ, заключай договор. Изменен, не изменен, это второй вопрос, но договор должен быть. Договор должен быть, да. А как будет рассчитываться стоимость работ по техническому обслуживанию? Мы уже говорили, что это услуга платная. А как тут рассчитываться? Что и как? Соответственно, как и прежде, стоимость работ будет зависеть от количества и технических характеристик газоиспользующего оборудования. В соответствии с изменениями размер платы за техническое обслуживание и ремонт будет рассчитываться самой специализированной организацией, но на основании методических указаний, разработанных Минстроем Российской Федерации. Прескурантно-техническое обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования на территории Чеченской Республики будет размещено в 4-м квартале 2023 года на официальном сайте ООО «Газпром Газораспределение Грозное». То есть зайти к вам на сайт, и там все будет. Да, сейчас работа ведется над стоимостью этих работ, и в 4-м квартале, да, люди могут посмотреть и узнать, сколько, Это если я хочу что пригласить стоит. к себе вашего специалиста, чтобы узнать некоторые нюансы оплаты, работы, проверки, осмотра. Я могу зайти к вам на сайт, и там все уже будет. Да, Я могу информация сам там. все рассчитать, предугадать, посмотреть, подумать и уже вам звонить. Да, можно так. Очень хорошо, очень хорошо. А куда могут обращаться потребители газа по возникающим вопросам? Согласитесь, вопросы часто возникают. Вот как раз по поводу звонить, они могут обращаться на единую горячую линию. Номер единой горячей линии 8 800 222 71 95 и задавать там любые возникающие вопросы. Еще раз повторю, что возможность заключения договора о техническом обслуживании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования имеется на территориальных участках и филиалах ООО «Газпром Газораспределение Грозное». Потребителям газа при себе необходимо иметь документы, подтверждающие личность гражданина, правоустанавливающие документы, ИНН, СНИЛС, адрес электронной почты, паспорта на газоиспользующее оборудование, если они сохранились, конечно, и номер лицевого счета в региональной газовой компании, чтобы мы могли привязать договор на поставку газа к договору на техническое обслуживание внутриквартирного или внутридомового газового оборудования. Тут еще раз хочу задать вам один вопрос, Зулихан. Если нет договора, никаких проверочных работ в доме проводить ваш сотрудник не будет. Он и не имеет права. Он не имеет права это делать. Сколько бы я ни звонил, ни просил, этого не будет. Не будет. И газа не будет. Я вас правильно понял? Правильно. Сейчас Межрегионгаз проводит работу по уведомлению этих граждан. Дальше они будут подавать заявки на отключение этих потребителей газа. Лучше своевременно, у них есть определенный срок, они могут обратиться и заключить договора на техническое обслуживание с газораспределительной организацией и предъявить этот договор поставщику газа. Как бы вопросов уже нет. Спасибо. Спасибо вам. Что пришли, ответили на наши вопросы, высказали свое мнение. Надеюсь, нас телезрители услышали. Спасибо. Удачи. Спасибо и вам.
А на сегодня это все, дорогие друзья. Это была программа «Актуальная тема» на телеканале «В войнах». И начальник службы эксплуатации внутридомового газового оборудования общества с ограниченной ответственностью «Газпром», газораспределение Грозный, Зулихан Магомадова. И напоследок, дорогие друзья, а действительно прислушайтесь к тому, что сказал мой дорогой гость. Договор нужен. Как вы уже слышали, нет договора, нет газа. Зачем до этого доводить? Не нужно. Надеюсь, вы нас поняли правильно. А сейчас действительно напоследок не болейте, будьте здоровы.